Стало известно, что водитель такси, проживающий в деревне Ханбин города Кульджа, был арестован в ноябре 2018 года и 6 месяцев спустя приговорен к 16 годам 8 месяцам тюремного заключения. По результатам расследования радио «Свободная Азия» выяснилось, что 28-летнего Ширали Мамитали задержали за то, что он перевозил так называемого нелегального религиозного деятеля. На данный момент его содержат в тюрьме Шиху. Долгое время семья Ширали не знала, что с ним. После того, как таксиста приговорили к тюремному заключению, его семье сообщили об этом представители городского управления. Китайская администрация продолжает массовые аресты уйгуров и других тюрков и организовывает переезды китайцев в уйгурский регион под предлогом развития образования. Согласно информации китайского сайта Дахе, по состоянию на март 249 китайских учителей были направлены в начальные и средние школы Кумульской области уйгурского региона. С одной стороны, Китай заключает в лагеря перевоспитания уйгурских учителей, профессоров и академиков, а с другой осуществляет план по заселению уйгурского региона этническими китайцами. Американский адвокат Ларри Клайман предложил обвинить китайское правительство в разработке биологического оружия. Адвокат объяснил, что подготовил иск против китайского правительства, разработавшего биологическое оружие, которое привело к пандемии во всем мире, и подчеркнул, что Коммунистическую партию Китая необходимо судить в международном суде. Документ, состоящий из 27 страниц, содержит обвинения в адрес Си Цзиньпиня, китайских военных и Центра вирусологии города Ухань. Стало известно, что член Союза адвокатов турецкого города Ширнак Мехмед Ихсан Калкаван также подал иск против Китая, обвинив правительство Поднебесной в халатном отношении к вопросу борьбы с эпидемией. Оценивая ситуацию с эпидемией, руководитель Мирового валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что рост мировой экономики в этом году будет отрицательным и станет худшим экономическим спадом со времен Великой депрессии. Перед весенними совещаниями Георгиева выступила с речью, которую посвятила решению нынешних проблем и приоритетам мировой экономики. Указав на то, что эпидемия нарушила социально-экономический порядок в беспрецедентных для истории масштабах, Георгиева заявила, что шаги, которые будут предприняты организацией и отдельными странами, определят скорость и силу восстановления. Глава Мирового валютного фонда пообещала сосредоточиться на данном вопросе во время собрания, которое пройдет на следующей неделе. После появления информации об отставке министра внутренних дел Турции поступило важное заявление из отдела внешних связей президента Эрдогана. Стало известно, что Эрдоган не принял заявление Сулеймана Сойлу. Комментируя ситуацию в Твиттере, министр внутренних дел заявил, что причиной такого решения послужили события, произошедшие после объявления комендантского часа.